слову, на награждение многие из ветеранов приехали на такси бесплатно. Отныне в республике участники Великой Отечественной смогут пользоваться услугами таксомоторного парка, ни копейки за это не заплатив. Акция запущена совместными усилиями Минтруда Башкортостана и компании Яндекс.Такси. Вместе с одним из ветеранов тест-драйв нового сервиса провел и наш корреспондент Артур Шамсудинов. С тем, что наши люди на такси не ездят, Раис Абдрашитов готов поспорить. Он хоть и человек старой закалки, но по понятным причинам в 95 пользоваться общественным транспортом уже не может. В последнее время машина с шашкой стала для него основным средством передвижения. Прошу прибыть на Худайбердина 1А, квартира 6. Поеду на Тукаева 46. Фронтовик, конечно, не в булочную ездит, все чаще по больницам да социальным учреждениям. Постоянно пользоваться такси накладно, однако эта поездка ему не будет стоить ни копейки. В Башкортостане заработал новый социальный проект бесплатного такси. С левой стороны у нас наша больница. Вот она, пятиэтажная, шестиэтажная. Вот сюда я, в эту больницу, езжу на такси. Любое время отвезут, привезут. Очень комфортно. Совместный проект Министерства труда республики и компании Яндекс.Такси позволяет бесплатно заказывать машину не только ветеранам. Воспользоваться услугами перевозчика можно будет инвалидам Великой Отечественной, узникам концлагерей, а также обладателям отличительного знака «Житель блокадного Ленинграда». Принимает диспетчер РЦСОН и будет направлять непосредственно Яндекс.Такси. То есть заказы ветераны делают через нашего диспетчера. Какие-то кодовые слова надо называть? Нет, не нужен пароль, кодовые слова не актуальны. В месяц установлен лимит на 4 бесплатные поездки. Впрочем, этого, уверены перевозчики, будет вполне достаточно. Ведь, как правило, из дома ветераны выходят нечасто, а маршрут всегда схож. В основном это социальные учреждения. Ветераны нам помогли в жизни вообще, войну прошли. Для них как может быть жалко, что возить людей? Ветеранов. Как это вообще может быть? И они не против, я даже рад этому очень. Только необходимо помнить, что звонить нужно не по обычному номеру такси, а на телефон, указанный на экране. Что касается Раиса Абдрашитова, то он уже начал составлять план на каждую из поездок. Ветеран намерен расширить географию и навестить на такси родственников, а также боевых товарищей. Артур Шамсудинов, Булат Закирьянов и Константин Романов. Новости.